В эфире новости спорта. Здравствуйте. Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Финляндии в первом матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в шведском Мальме и завершилась со счетом 3-2. В составе россиян шайбы забросили Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов. У проигравших отличились Йори Иннала и Юса Пустинин. А в следующем матче российские хоккеисты сыграют с представителями Швеции. Финская сборная встретится с командой Чехии. Обе игры пройдут завтра. Пекинский Кунь-Лунь в овертайме со счетом 5-4 выиграл у хельсинского Йокерита в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей взятия ворот провели Хантер Шинкарука, Райан Спроул, Лукас Локхарт, Тайлер Вон и Иван Николишин. У хозяев льда голами отметились Маркус Хянникайнен, Никлас Энсен, Джон Норман и Брайан О'Нил. Китайские хоккеисты занимают последнее 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. Финский клуб идет пятым на Западе, имея в активе 63 пункта. В следующем матче Кунь-Лунь дома примет Сочи, а Йокерит на выезде встретится с Магнитогорским Металлургом. Россиянин Сергей Трофимов занял третье место в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в голландском Херенвене. Первым линию финиша пересек представитель Швеции Нильс ван дер Пул. Вторым стал нидерландец Патрик Руст. Добавим, что четвертым финишировал другой россиянин Данила Семеряков. Для Трофимова это бронза на мировом первенстве, стала третьей в карьере. Ранее он поднимался на третью ступень пьедестала в командных гонках в 2019 и 2020 годах. Немецкая Бавария стала победительницей клубного чемпионата мира по футболу. В финальном матче, который прошел в Катаре, мюнхенцы со счетом 1-0 обыграли мексиканский «Тигрес». Единственный гол на 59-й минуте встречи забил защитник немцев Бенджамин Павар. Футболисты Баварии во второй раз стали победителями данного турнира. Для них этот трофей стал шестым к ряду. Ранее команда выиграла чемпионат Германии, кубок и суперкубок страны, Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА. Российский теннисист Данил Медведев выиграл у испанца Роберто Карбалес Баэне в матче второго круга открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6-2, 7-5, 6-1. В следующем раунде россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, сыграет с сербом Филиппом Краиновичем. Игра состоится завтра. В данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 9 побед на турнирах под эгидой данной организации. Его лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» является выход в финал открытого чемпионата США. Итоги турнира в Австралии будут подведены 21 февраля. Перейдем к событиям нашего региона. Семен Чердонов назначен руководителем училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. На собрании с коллективом его представил министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев. Семен Сергеевич в отрасли физической культуры и спорта имеет богатый опыт работы. С его приходом на должность директора я связываю позитивные надежды на дальнейшее развитие училища, которое имеет славные традиции. Ваши воспитанники являются обладателями высших наград первенств и чемпионатов страны, Европы и мира. Это огромный труд того сплоченного коллектива и предыдущего директора, сказал Григорьев. В Якутске состоялись матчи второго тура группового этапа чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедших встреч. Сборная Якутска со счетом 5-1 обыграла команду Алекминского района. В своем втором матче игрового дня столичные футболисты выиграли у Мирнинского района, отправив в их ворота 2 безответных мяча. Мирнинцы во второй встрече со счетом 3-6 проиграли Ленскому району. Ленчане позже одержали разгромную победу со счетом 11-1 над жатайскими футболистами. Усть-Алданский Улус оказался сильнее хангаласской сборной 4-1, и университет с минимальным перевесом выиграл у Мегино-Кангаласского Улуса со счетом 2-1. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!